Искусство, вдохновленное Крымом. Под таким названием прошла творческая встреча в ресторане «Алем», организованная студией «Хараденис Продакшн». В этот раз героем мероприятия стал талантливый крымско-татарский художник Ленур Велиляев. Имя Ленура Велиляева широко известно не только в Крыму. Он участник более 80 выставок. Его смелые экспрессивные картины украшают частные коллекции в разных странах мира. Каждая его работа как будто наполнена воздухом, запахом и брызгами морской волны, соком и вкусом крымских фруктов. Не зря этого самобытного художника считают мастером эмоционального пейзажа. Он нашел такую середину между реалистической живописью и современными течениями конца 19-го, начала 20 века. Художники все пишут этюды, но он этюд превращает в картину, и он насыщает его эмоциями и экспрессией. Крупные летучие мазки кистью, они создают вот эти вот настроения эмоциональные всевозможные. Они несут эмоцию, это импульс какой-то такой, взрыв эмоций, то есть экспрессия. То, что его зацепило, он это сразу все передает на холст. Плюс они еще очень позитивные, ну такие же, я думаю, как и сам художник. И они несут свет и тепло. Мне очень нравится его цветовая гамма, его легкость в живописи, его техника. Чувствуется его чистая душа. Мне очень нравится он как художник. Мне нравится его творчество тем, что он проявляет действительно какую-то дерзкость и действительно любовь к жизни, видно по его работам. И он смело выражает это в таких крупных мазках. И мне кажется, у него бы не получилось бы в другом стиле так сочно проявлять себя, как вот именно вот в том стиле, в котором он себя выражает. В зале этноресторана «Алем» собрались не только художники, мастера декоративно-прикладного искусства, но и друзья и поклонники творчества Ленура Велиляева. Отвечая на множество вопросов, он рассказал о своем творческом пути, открыл некоторые секреты, являющиеся частью его узнаваемого стиля. Людей я изображаю в своих работах скорее, как говорится, стафажем, да, вот есть такое понятие стафаж, то есть когда это не полноценно проработанная фигура, а так, намеком, тем же мазком. Этим я показываю жизнь. То есть это не претензия на какую-то жанровую картину, на какую-то жанровую композицию. Это пейзаж. Но в пейзаже есть где-то птичка пролетела, где-то намек на то, что люди ходят. Иногда бывает, что можно действительно проглядеть, что кто-то идет по своим делам. То есть даже вот мазком каким-то, не прорисовывая, можно все равно же показать эту пластику. Ленур Велиляев по праву считается одним из самых известных и востребованных крымских художников, поэтому встреча с ним вызвала особый интерес у публики. Эта встреча повлияла на меня как на молодого начинающего художника. Вдохновение я получила. Меня воодушевил Ленур Велиляев как художник, его путь, его стремление, его развитие. Такие встречи нужно проводить, чтобы наш народ, наша культура развивались. Парикетте тем более тербирерге келмеге. Чөнки хасха вакытта умкан ула эмде милетимне беребер умага, эмде яны бер мирахлы малюмат белмеге, эмде яны адамлардын таныша умага. Встреча в подобном формате понравилась и самому художнику. По его словам, она дала ему новый творческий импульс и источник вдохновения. Встреча прошла, на самом деле, очень тепло, радужно. Мне самому было приятно находиться вот в таком формате встречи. В моей практике это впервые. Практически в домашней, дружеской обстановке общались абсолютно открыто, откровенно. Это стимулирует, вдохновляет жить, творить дальше и видеться и бывать на таких мероприятиях еще и еще. Это подарок за то, что вы остались в Крыму. Согласен. Так как медиаплатформа называется Хараденис Продакшн, поэтому хочу вам подарить еще один Хараденис. Пусть Сергей Саколос. Наслаждайтесь. Саколос.